С развитием интернета появились аудиокниги, которые делают доступным чтение многим людям с инвалидностью. Именно поэтому Республиканская библиотека для слепых создала мобильное приложение «Аудиокниги РБС» для прослушивания их книг вне стен библиотеки. Приложение доступно для скачивания в Play Market. Достаточно большая часть наших читателей, поскольку Республиканская библиотека – это все-таки люди с различных районов, в том числе и с отдаленных. Поэтому, чтобы им послушать книжки, которые у нас есть в базе, им нужно приехать к нам в библиотеку, записать их на флеш-накопитель, вернуться к себе назад и там прослушать на специальном тифло-флешплеере, который также выдается нашей библиотекой и другими организациями, которые обслуживают людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому мы решили все перевести в онлайн на мобильные телефоны, чтобы гораздо проще и быстрее было. Пользоваться приложением могут только читатели библиотеки, которым выдается их личный логин и пароль. Для удобства использования в приложении имеется функция голосового поиска книг. Давайте воспользуемся голосовым поиском за 2020 год, посмотрим, что у нас есть. 2020. Так, вот список книг открылся за 2020 год. Давайте откроем что-нибудь. Приложение постоянно обновляется и в ближайшем будущем появится на платформе iOS. Все книги, которые в этом мобильном приложении, записаны на нашей студии звукозаписи. У нас есть тифлоинженер, он же как звукорежиссер курирует весь процесс записи книги. И также и профессиональные дикторы, это артисты театров, журналисты, люди с поставленной речью. Поэтому мы стараемся поддерживать качество книг. Мобильное приложение «Аудиокниги РБС» дает возможность слабовидящему, незрячему или пожилому человеку с затруднениями чтения иметь удаленный доступ к аудиокнигам. Для тех, кто хочет стать волонтером, на сайте Республиканской библиотеки для слепых есть раздел «Стать волонтером». Там вы сможете попробовать себя в качестве диктора.